Полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег в Нерюнгринском районе Якутии. По информации МВД по региону, житель поселка Чульман обратился с заявлением о краже 380 тысяч рублей. Подозреваемым оказался 32-летний ранее судимый знакомый потерпевшего. Выяснилось, что мужчина продал свой автомобиль и предложил знакомому отметить событие. При этом деньги от продажи находились при нем. После выпитого спиртного потерпевший уснул, чем и воспользовался подозреваемый, который совершил кражу. По словам злоумышленника, на украденные деньги он приобрел 2 пуховика, сотовый телефон, а остальное потратил на покупку алкоголя и продуктов питания. В его отношении возбудили уголовное дело. За кражу ему грозит до 6 лет лишения свободы. Главный инженер акционерного общества обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Якутии совместно с прокуратурой выявили факт получения взятки отделочными материалами, мягкой и корпусной мебелью, предметами интерьера общей стоимостью около 4 миллионов рублей должностным лицом одного из акционерных обществ республики. Мужчина задержан. 46-летний главный инженер, используя свое служебное положение, получил от директора подрядной организации взятку в виде товарно-материальных ценностей для оснащения своей квартиры, находящейся за пределами республики, за беспрепятственную приемку и оплату строительных работ, выполненных подрядной организацией, и обоснование перед руководителем акционерного общества о необходимости перечисления авансовых платежей в пользу подрядчика. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В настоящее время он водворен в следственный изолятор. Следователи завершили расследование убийства в Сунтарском районе. Обвиняемый, ранее судимый, 23-летний местный житель. 3 июля прошлого года компания молодых людей распивала спиртные напитки. Позже один из участников застолья ушел домой, а через некоторое время обвиняемый направился вслед за ним, разбудил уже спящего мужчину и позвал на улицу. Потерпевший высказал ему претензии по поводу ночного визита, в результате чего между ними произошла ссора, которая переросла в драку. Обвиняемый повалил потерпевшего на землю и, взяв в руки металлическую трубу, 9 раз ударил потерпевшего по голове. От полученных травм потерпевший скончался в ту же ночь в карете скорой помощи. В Следственном комитете отмечают, что обвиняемый не признал вину, но следователи собрали достаточно доказательств. По вине индивидуального предпринимателя его работник получил тяжелые травмы. Об этом сообщает Следком по Якутии. Он предстанет перед судом за нарушение правил безопасности при проведении строительно-монтажных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. В августе 2019 года индивидуальный предприниматель, осуществляющий ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного на улице Маяковского в Якутске, не желая тратить время на поиски работников, обладающих необходимой квалификацией и навыками по проведению строительных работ на высоте, привлек к работам по замене кровли крыши человека, не имеющего соответствующего обучения. 26 октября 2019 года мужчина упал с высоты 15 метров на твердую землю. 45-летний мужчина подозревается в хищении денег с банковского счета в Мирном. В дежурную часть обратился местный житель. Он сообщил, что неизвестные похитили с его банковского счета свыше 31 тысячи рублей. Подозреваемым оказался 45-летний квартирант заявителя. Установлено, что он, имея доверительные отношения с потерпевшим, узнал пароль от его мобильного банка и тайно перевел деньги на свой счет. Похищенными деньгами злоумышленник расплатился с долгами, а остаток потратил на спиртные напитки. В его отношении возбуждено уголовное дело. Сейчас ему грозит до 6 лет в тюрьме. Житель города Мирный попался на уловки мошенников, купив по объявлению премиум-аккаунт популярной онлайн-игры. В полицию Мирнинского района обратился 44-летний мужчина. Он пояснил, что наткнулся на объявление о продаже премиум-аккаунта в популярной онлайн-игре про танки и решил связаться с продавцом. В ходе переписки стороны сошлись на 7 тысячах рублей. И потерпевший, отправив данную сумму, получил логин и пароль. После заключения сделки заявитель сразу зашел в игру и совершил несколько покупок, привязав свою банковскую карту к новому аккаунту. Однако на следующий день мужчина не смог выполнить вход в онлайн-игру. Более того, он обнаружил, что с его банковского счета похищено 23,5 тысячи рублей. Все его попытки связаться с аферистом так и не увенчались успехом. Более 25 тысяч жителей города Кильпуя и его окрестностей в центральной части Чили получили приказ властей подготовиться к эвакуации. В регионе Вальпараисо бушуют природные пожары, на борьбу с которыми брошены сотни расчетов. Тысячи людей уже вывезены в безопасные места. По словам министра внутренних дел Родриго Дельгадо, уезжать целесообразно налегке. Я знаю, что собственность очень важна для многих граждан. Им трудно бросить свое имущество, но правительство исходит из того, что важнее сохранить жизни людей.
Этот мужчина разделяет такой подход. Первым делом – безопасность. Имущество – дело наживное, а жизнь не вернешь. Местные власти полагают, что поджоги были совершены намеренно, но кем и с какой целью еще предстоит выяснить. Отмечены 4 основных очага возгорания. Тем временем в столице Чили Сантьяго вновь произошли столкновения демонстрантов с полицией. Волна протестов поднялась более года назад. Она была вызвана правительственными планами реформирования социальных систем, пенсионной, образовательной и здравоохранения. Тогда непосредственным поводом для выступлений стало подорожание общественного транспорта. В октябре беспорядки спровоцировали противоречия по поводу Конституции. Идея заключалась в замене основного закона, принятого во времена военной диктатуры генерала Аугусто Пиночета, на новый. Манифестация в пятницу прошла под лозунгами против неравенства в одной из наиболее развитых стран Южной Америки.